Есть праздников много в мае, и первое, второе встречаем, а также 9 мая с дедами садимся за стол. Но есть в этом месяце праздник, он как сумасшедший проказник. Фуражки зеленые мы надеваем и хором песни поем. 28 мая друзей я своих встречаю. Знамя Чувашской республиканской общественной организации пограничных братства внести! Нашего прекрасного города. Мы от души приветствуем всех пограничников города Чебоксары и поздравляем с профессиональным праздником. Давайте поаплодируем сами себе в этот замечательный, пусть и не очень солнечный, но все-таки летний день. День пограничника сегодня не просто праздник, это дата, когда мы чтим своих героев, кто служит и служил когда-то. Стране всегда нужна охрана, не обойтись без вашей службы, ведь мы соседи многим странам, и вы гаранты нашей дружбы. Уважаемые пограничники, вы защищаете наши границы, вы сыны Отечества, патриоты России, вы наши герои и примеры для подражания. И сегодняшний концерт посвящается именно вам. И еще раз поприветствуем друг друга бурными аплодисментами. Ну а сейчас я с большим удовольствием предоставляю слово Шорникову Анатолию Борисовичу. Поприветствуем его снова. Дорогие пограничники запаса, пенсионеры и ветераны войны, пограничных войск, пограничной службы,
участники боевых действий в Афганистане, Таджикистане, Чечне, Ингушетии, Абхазии, Южной Осетии, локальных конфликтах на государственной границе и сотрудники пограничной службы ФСБ России. От лица Чувашской республиканской общественной организации пограничных братства поздравляю вас с Днем Пограничника! Пограничные войска России выполняют специфические задачи, свойственные пограничной охране любого государства и призваны обеспечить национальную безопасность страны. В 20 веке пограничные войска участвовали в 19 боевых военных конфликтах. Из них в 8 случаях они действовали за пределами государства, проявляя мужество и героизм в военных зеленых фуражках. И сегодня защищают рубежи нашего Отечества, в том числе и на границах бывшего Советского Союза. Отдельной страницей в новейшей истории погранвойск является участие в войне в Афганистане. В боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан приняли участие свыше 62 тысячи воинов пограничных войск, в числе которых были и пограничники из Чувашии. Наша организация чтит и помнит всех, кто отдал свои жизни во имя нашей Родины. Чувашская республика воспитала многих пограничников, доблестных воинов, имеющих за службу государственные награды. Трое герои России. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия, всего самого доброго и светлого в жизни, удачи в делах и в дальнейших успехах в служении на благо Отечества. Председатель правления ЧРОП пограничного братства Анатолий Шорников. Ура! Ну а сейчас слово предоставляется нашим торжественным гостям. И я с большим удовольствием приглашаю на сцену Потапова Валерия Семеновича, который является членом Совета ветеранов Управления ФСБ России по Чувашской Республике. Аплодисменты! Ну и я думаю, мы объявим всех торжественных гостей, которые будут выступать на нашей сцене. А именно сегодня еще мы приглашаем на эту сцену Осипова Александра Павловича, помощника военного комиссара города Чебоксары по работе с ветеранами. Аплодисменты! Ляшенко Алексей Витальевич, начальник поста пограничного контроля Чебоксары аэропорт. Ваши аплодисменты! Туркин Владимир Ильич, капитан пограничных войск, член Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов. И Матросов Валерий Арсентьевич, начальник отряда Россовхоз. Ваши аплодисменты. Ну что, встречаем Потапова Валерия Семеновича к микрофону. Добрый день, дорогие коллеги. Еще раз всех позвольте поздравить с праздником, ибо годы, проведенные на границе, они всегда были, есть и остаются у всех в душе. Поэтому с самыми, как говорится, наилучшими теплыми пожеланиями от себя лично, от ветеранов Управления ФСБ Чувашской Республики, от Совета ветеранов, поздравляю и желаю всем вам крепкого здоровья, вашим родным, близким, удачи, благополучия, им долгих лет жизни. И немного позвольте, как говорится, выполнить миссию, порученную Советом ветеранов Управления ФСБ, вручить благодарственные письма Шорникову Анатолию Борисовичу. Совет ветеранов Управления ФСБ по Чувашской Республике выражает вам признательность за добросовестный труд по военно-патриотическому воспитанию молодежи и искренне поздравляет с Днем Пограничника. Желает здоровья, благополучия, успехов в пропаганде лучших традиций пограничников и сплочения ветеранского движения. Председатель Совета Эмиль Алексеевич Галкин. Служу Российской Федерации, боевому и пограничному братству. Любимов Денис Владимирович.
Филиппов Александр Анатольевич. Барсуков Павел Владимирович. Тоже не будет, да? Ну ладно, еще раз, как говорится, с праздником, всех благ, удачи. Ваши аплодисменты Валерию Семеновичу. Но сейчас слово предоставляется Осипову Александру Павловичу. Поаплодируем, поддержим наших представителей, гостей. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, братья по оружию, пограничники. Я с большим удовольствием всегда принимаю приглашение принять участие в ваших торжествах уже который год. И уже который год отмечаю, что военные комиссариаты, когда призывали вас на службу Родине, отбирали из всех призывников самых лучших, самых достойных, крепких физически, высокоморальных, нравственных, самые лучшие из лучших служили в пограничных войсках. Я сегодня представляю не только военный комиссариат Чувашской Республики, но также Чувашское региональное отделение общероссийских общественных организаций, Российский союз ветеранов Афганистана, Союз десантников России и Движение Боевое Братство. Сегодня должен был на сцену выйти Кашаев Игорь Михайлович, председатель этих организаций, но, к сожалению, он по долгу службы выехал в командировку. И я от имени его, от имени наших организаций, от имени военного комиссариата поздравляю всех вас с этим вашим важным профессиональным праздником, с Днем пограничника. Хочется много слов сказать признательности и благодарности вашей общественной организации, такой прекрасной, могучей пограничное братство, которое возглавляет Шорников Анатолий Борисович. И все правление, все члены организации неустанно ведут работу по военной патриотике. Военная патриотика охватывает все молодое население Чувашской Республики. Сегодня нет ни одного крупного населенного пункта, где бы не стоял пограничный столб. Столб – это символ чести, доблести, отваги, героизма и мужества. Символ пограничных войск. Еще раз поздравляю всех вас с праздником, дорогие друзья. Здоровья вам, счастья, бодрости духа, оптимизма вам, вашим семьям, вашим родным и близким. И хочется верить, что сегодня праздник будет в душе не только вас, но и всех жителей города Чебоксары, нашей республики. Как всегда, будет порядок в городе, не будет ничего предосудительного, не будем доставлять хлопот работникам милиции. Еще раз с праздником, дорогие друзья, здоровья, счастья, всего самого доброго. Спасибо. Ну а сейчас мы услышим слова поздравления от Ляшенко Алексея Витальевича. Уважаемые товарищи пограничники, мне поручено передать вам поздравительные слова начальника отряда пограничного контроля по Волжье, пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям. Дорогие товарищи, от коллектива отряда пограничного контроля по Волжье поздравляю ветеранов пограничной службы с Днем пограничника. Для всех нас этот день является торжественным и праздничным, потому что пограничная служба, которой мы преданы, является делом большой государственной важности, делом обеспечения надежной охраны родных рубежей. В этот день наиболее ярко проявляется единение всех поколений защитников рубежей Родины, преемственность и жизнеспособность славных традиций пограничников. Сегодняшний праздник мы встречаем в год 75-летия начала Великой Отечественной войны, в первых боях которой неувидаемой славой покрыли себя пограничники, вступив в смертельную схватку с фашизмом. Их мужество и стойкость являются ярким примером верности воинскому долгу и преданности своей стране. Желаю вам, уважаемые товарищи, твердости духа, гражданского мужества и единства пограничных рядов, крепкого здоровья и семейного благополучия вам и вашим близким. Начальник отряда полковник Липатов. И от себя лично хотелось бы добавить, чтобы все ваши границы были всегда на замке. Разрешите по указанию начальника пограничного управления вручить благодарственные письма.
Благодарственным письмом начальника пограничного управления генерал-майора Митюшина награждается Николаев Герман Петрович. Благодарственным письмом начальника пограничного управления награждается Алексеев Евгений Владимирович. Служу России, пограничному братству. Благодарственным письмом начальника пограничного управления награждается Чернов Сергей Порфирьевич. Благодарственным письмом награждается Ефремов Алексей Алексеевич. Благодарственным письмом начальника пограничного управления награждается Филиппов Радим Юрьевич. Служу Российской Федерации, пограничного братства. Большое спасибо нашим гостям. Ну а сейчас слово предоставляется Туркину Владимиру Ильичу, капитану пограничных войск, члену Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов. Ваши аплодисменты. Товарищи пограничники, поздравляю вас с праздником и по поручению председателя Республиканской организации Союза ветеранов разрешите вручить благодарность Шорникову Анатолию Борисовичу. Служу Российской Федерации боевому и пограничному братству. Ну что ж, а снова у нас теперь еще одни гости поздравляют, а именно Матросов Валерий Арсентьевич. Вам слово. Здравия желаю всем пограничникам! Я проходил службу, призывался с Чувашии, проходил службу на участках Дальневосточного Тихоокеанского пограничного округа, Средняя Азия, Таджикистан, Афганистан. Вот. Хочу всех, кто в этом регионе служил, от себя, естественно, поздравить. Тяжелый труд пограничника, служба имеется в виду. Поздравить всех семей пограничников, ветеранов и пожелать им здоровья. Я знаю, что все сейчас будут праздновать, отмечать. Еще хочу напомнить всем, не забывайте о тех, кто погиб на границе. Еще раз поздравляю, здоровья, всех благ. Спасибо большое, но у нас еще несколько поздравлений, а именно поздравительный адрес пограничному братству хочет передать помощник депутата Ильяса Калмыкова. Ваши аплодисменты представителям. Дорогие друзья, от всей души хотелось бы поздравить вас с вашим праздником. Когда такие мужественные, сильные люди, как вы, охраняют наши границы, мы можем с уверенностью смотреть наше будущее. Сейчас хотелось бы зачитать благодарственное письмо нашим пограничникам от депутата Чебоксарского городского собрания депутатов Калмыкова Ильяса Шазатовича. Дорогие воины-пограничники, ветераны пограничной службы, поздравляю вас с Днем пограничника. Защита государственных рубежей была и остается почетной и очень ответственной миссией. В разные времена в истории России пограничники первыми встречали врага, мужественно, безответно отражали посягательства на независимость и целостность нашей Родины. Мы всегда будем помнить великий и бессмертный подвиг защитников священных рубежей отчизны в годы Великой Отечественной войны. Тяжелейшим испытанием для пограничных войск стало тогда внезапное вероятное нападение гитлерских полчищ. Ценой своей жизни бесстрашные защитники задержали продвижение неприятельских войск.
Сегодня пограничники достойно продолжают славные воинские традиции, выполняют ответственную задачу по защите границы от вооруженной агрессии и сохранению целостности государства. Доверяются только вам, самым мужественным, самоотверженным, глубоко преданным Родине людям, для которых воинский долг и честь превыше всего. Мы гордимся нашими земляками, пограничниками, которые проявили личное мужество и профессионализм при исполнении служебного долга в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Южной Осетии, в локальных конфликтах на государственной границе. Чувашская земля рождает настоящих мужчин, воинов и надежных защитников Отечества, трое из которых за мужество и выдержку, проявленных в боях за спасенные человеческие жизни, были удостоены звания Героя России. В этот знаменательный день примите искренние пожелания и крепкого здоровья, благополучия, успеха в выполнении сложных и ответственных задач на благо нашей страны. Пусть будет мирным наше небо, пусть будет тихим ваши будни. С уважением, депутат Чебоксарского городского собрания Калмыков Ильяс Шахзадович. Поздравительный адрес, а именно представитель инвалидов войны от председателя Матвеева. Вам слово для поздравления. Дорогие пограничники, поздравляю вас с праздником. Сам служил в краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе. 84-й год призыв. От председателя Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, военной травмы, инвалидов войны от Геннадия Петровича Матвеева. Дорогие пограничники запаса, пенсионеры и ветераны войны, пограничных войск, пограничной службы, участники боевых действий в Афганистане, в горячих точках, локальных конфликтах, на государственной границе и сотрудники пограничной службы ФСБ России. Чувашская республиканская организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, инвалиды войны поздравляет вас с Днем пограничника. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в военно-патриотическом воспитании молодежи, служения на благо нашей Родины, чистого неба и мира на земле. Спасибо. История пограничных войск России насчитывает множество легендарных страниц. Суровые годы испытаний, боевые задачи, служение Отечеству. Отданы все силы, здоровье, а порой и жизнь. В честь павших героев, в честь тех, кто, не жалея сил и жизни, защищал Родину, сейчас объявляется минута молчания. Разрешите еще раз поблагодарить почетных гостей нашего праздника за теплые слова поздравлений и пожеланий в адрес доблестных пограничников. Ну а сейчас слово предоставляется Шорнику Анатолию Борисовичу, который объявит вынос знамени и еще пару слов. Уважаемые пограничники Чувашии, в наш адрес есть благодарственные поздравления тоже от соседних регионов, с Мариэл, лично от Сергея Львовича Белобородкина. Поздравления. А также от Кировской региональной общественной организации пограничников Кировской области «Граница», от представителя правления Крови покоя «Граница» Александра Ивановича Дулова. Также хочу объявить и прочитать Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства грамота награждается майор пограничных войск в запасе, член Совета ветеранов ФСБ России по Чувашской республике Миронов Сергей Егорович за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Грамота
Грамотой награждается участница Парада Победы в 2016 году в городе Чебоксаре Миронова Татьяна Ануфриевна за поддержку боевых и пограничных традиций и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поздравляем за участие, ваше участие в нашей Параде Победы. Очень было приятно, что в наших рядах было участие механизированных экипажей. Спасибо. Служу России, пограничному братству. Знамя Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства вынеси. С нашей великолепной сцены, поаплодируем им еще раз и насладятся великолепным концертом, который приготовлен сегодня для вас, дорогие пограничники. И я с большим удовольствием сюда приглашаю наш замечательный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни». Ваши аплодисменты! Ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, как ты ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричало мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, винтами туманов покрытые, озера багрянцы горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как лапа шмеля. Чуть оступишься, и можно упасть. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего не ищи, не смотри в этой жизни, это сердце все есть у тебя. Озари твою верность отчизне, это утренняя заря, ведь на то она и заря. А зори здесь тихие, тихие, как яви туманом покрытые, озера багрянцы горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце
Пошли! Зеленые погоны и звезды на плечах, парит над нами наш орел двуглавый. Сегодня мы уходим служить в погранвойсках, у нас в руках спокойствие державы. От КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь сохраняем родные рубежи, нас Родина на прочность проверяет. Погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. С любовью вспоминаем родной далекий дом, девчонок, что успели в нас влюбиться. Здесь только 45 секунд дается на подъем, иначе нам не выжить на границе. Опять в дозор уходим, сжимая автомат, мы стали здесь увереннее и строже. Опять приказ подъем, бросок, идем на перехват. Граница на замке, щит надежен. Погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Зеленые погоны мы носим на плечах, на своей земле стоим мы твердо. Российские кордоны и деды, и отцы из века в век держали, погибая. Ведь первый бой обычно принимают погранцы, с собой родных и близких заслоняя. Погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Погранзастава, кому звезда, кому покой, кому-то слава. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. Погранзастава по периметру страны, мы на чеку, мы в состоянии войны. С праздником! Аплодисменты! Ну а сейчас приглашается на сцену с поздравлением народный ансамбль русской песни «Золотые родники». Встречаем! С праздником поздравляем всех, и для вас наша песня. Это уже нам свистят, да? С праздником! Здоровья, счастья, хорошей погоды! Можно уже аплодировать! Колокольца мне, когда
Будет такая же история, как у наркоконтроля. Господа офицеры, я гордыми веры эту песню прою. Те, кто бросит карьеру, добра не жалея, свою кровь подставляет за Россию свою. Кто выжил в Афгане, свой честный взгляды, кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я мою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хлебя. Что ж вы, братцы, наделали, не смогли уберечь, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать.
исполнении Алексея Хураськина, солиста ансамбля «Живи и помни». Встречайте! Разбивалась по ветру коса, навстречу бежит мне моя краса. А я стою и не верю сам, что вернулся из дальних стран. Мою родную крепко обниму, водою умоюсь, ключевую сынишку вновь на плечи подниму. Кончен поход, мы вернулись домой. Все будет как надо.